В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Рост инвестиций, вовлечение частного бизнеса в государственные проекты, сохранение моратория на изменение налоговой нагрузки – вот главные направления экономической политики правительства Российской Федерации до 2024 года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая 6 сентября на пленарном заседании Московского финансового форума. По его словам, правительством принят профильный план действий по ускорению темпов роста инвестиций. Основная цель – выйти на уровень 25% внутреннего валового продукта в год. Дмитрий Медведев также заявил, что Россия планирует сохранить мораторий на изменение налоговой нагрузки на 6 лет. Хочу особо подчеркнуть, что этот уровень сохранится в предстоящие 6 лет. Это действительно важно. Фактически мы сохраняем налоговый мораторий и не планируем ничего изменять, подчеркнул глава Кабмина Российской Федерации. В поселке Тик Сибулунского района Якутии завершен монтаж 3 ветроэнергетических установок. 3 ветроустановки мощностью 900 киловатт смонтированы и установлены на фундаменты. Высота башен 41,5 метров, диаметр лопастей 33 метра. Оборудование, произведенное японской компанией Камай Халтек Инкорпорейтед, выполнено в арктическом исполнении и адаптировано к работе в тяжелых природно-климатических условиях Заполярья. Планируется, что в опытную эксплуатацию ветропарк будет передан в конце 2018 года. Развитие Арктики не может быть без поддержки крупных компаний-недропользователей. Об этом заявил руководитель региона Айсен Николаев. Среди первоочередных задач, которые требуют изучения и принятия решений в арктических районах, Айсен Николаев назвал вопросы, связанные с сохранением традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, восстановлением и дальнейшей эксплуатацией Северного морского пути и развитием аэропортов Севера. Во всех процессах развития Арктики Якутия должна быть полноправным участником. Проблемы в этом регионе, которые копились десятилетиями, сегодня нужно решать на основе новых подходов. Мы должны ставить вопросы, в том числе и о промышленном развитии Арктики, потому что без него, равно как без поддержки крупных компаний-недропользователей, серьезного развития Арктики не будет, заявил он. Продолжение темы «Вопросы создания территории опережающего развития Арктика в Якутии» будут обсуждаться на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. В нашем понимании, эта территория опережающего развития должна включать в себя несколько ключевых проектов в арктической зоне, связанных как с недропользованием в сложных условиях, так и с перерабатывающей промышленностью, энергетикой и другими направлениями, сказал исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов. Всего на 4-м Восточном экономическом форуме власти Республики Саха-Якутия намерены заключить более 35 соглашений с российскими и зарубежными предприятиями в сфере образования, атомной энергетики и кадровой политики. В частности, предполагается подписать договор с компанией «Росатом», в рамках которого будет рассматриваться создание атомных электростанций малой мощности. Якутия может стать первым регионом, где будет реализован подобный проект. Дополнительно 400 миллионов рублей будет выделено в этом году для субсидированных авиаперевозок из европейской части России на Дальний Восток страны. Транспортная доступность – ключевой вопрос для Дальнего Востока. Здесь проблемы копились десятилетиями. Мы плотно занимаемся решением этой проблемы вместе с министром транспорта Евгением Дитрихом, заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Он добавил, что будет создана рабочая группа, в которую войдут представители дальневосточных регионов, авиакомпаний, компаний, поставляющих топливо, ответственных за аэропортовую сеть. Якутский золотодобытчик купил россыпь в Иркутской области в 1500 раз дороже стартовой цены. Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу признал старательскую артель золота Иныкчана победителем аукциона на право разведки и добычи рассыпного золота при устьевой части реки Танода в Иркутской области. Компания при начальной цене 79 тысяч рублей предложила 114 миллионов 968 тысяч рублей. Ну а Минфин Российской Федерации рассчитывает в 2019 году запустить новую систему маркировки драгоценных камней и металлов. Система обеспечит контроль за драгоценными металлами и камнями на всех этапах – от производства до продажи и последующего оборота. Информацию покупатель может получить, просканировав код на бирке изделия с помощью смартфона.
Планируется, что данная система охватит абсолютно всю ювелирную продукцию, подлежащую государственному надзору. В нее войдут изделия из золота, изделия, выполненные с использованием драгоценных камней, а также из серебра весом от 3 грамм, рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев. Ну а тем временем в Гонконге стартовал аукцион по продаже алмазов специальных размеров. На аукцион компания «Алроса» выставила 163 лота ювелирного качества общей массой 2615 карат, включая 26 алмазов фантазийных желтых цветов. К участию в аукционе приглашены 77 компаний из России, Бельгии, Гонконга, Израиля, Индии, КНР и ОАЭ. С 12 по 16 сентября в Гонконге пройдет международная ювелирная выставка. В этот период алмазы также будут продемонстрированы посетителям выставки. Итоги аукциона будут подведены 20 сентября. Даты нашего сентябрьского аукциона в Гонконге пересекаются с проведением одной из крупнейших ювелирных выставок, которая ежегодно привлекает десятки тысяч посетителей со всего мира. К участию в аукционе мы пригласили около 80 фирм, но этот список может быть расширен, так как в период проведения выставки наш ассортимент будет экспонироваться на ее площадке. Это хорошая возможность для привлечения новых клиентов, отметил член правления директор единой бытовой организации «Алроса» Евгений Агуреев. Курс евро к рублю вырос в ходе торгов на московской бирже на 91 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов до 80 рублей 3 копеек. Как свидетельствуют данные торгов, в последний раз курс евро находился на уровне выше 80 рублей 11 апреля текущего года. В свою очередь курс доллара на торгах московской биржи вырос на 98 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 69 рублей 23 копеек за единицу американской валюты, пробив отметку в 69 рублей впервые с 23 августа. По состоянию на 7 сентября, согласно Центральному банку России, курс валют выглядит следующим образом. Доллар демонстрирует понижение и составляет 68 рублей 25 копеек. Курс евро составил 79 рублей 36 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.